Проживающая в Турции Сумайя Абдульмаджид дала свидетельские показания о своих родственниках, задержанных китайскими властями. Девочка опубликовала в социальной сети информацию о своей 53-летней тете Мархабе и 25-летней двоюродной сестре Нигаре Абдушукур, проживавших в городе Кульджа, которых сначала заключили в лагерь перевоспитания, а затем приговорили к тюремному наказанию на 19 лет. Напомнив, что причиной ареста стала поездка ее родственников в Турцию в 2015 году, где они провели всего 15 дней, Сумайя потребовала, чтобы весь турецкий мир, ООН, Организация исламского сотрудничества и международные правозащитные организации встали на защиту уйгуров и других тюрков. Этнические казахи, бежавшие в Казахстан от преследований китайских властей, рассказали о пытках, которым их подвергали в лагере перевоспитания. Отец троих детей, 50-летний Бакыт Али Нур, пробывший в лагере 1 год и 8 месяцев, сообщил, что после того, как был отпущен по состоянию здоровья, бежал в Казахстан вместе с дочерью. По прошествии 3 месяцев супруга Бакыта Гульнар перебралась в Казахстан вместе с остальными детьми. Бакыт Али сделал следующее заявление: «Нам удалось спастись только из-за того, что мы являемся казахами. Что касается уйгуров, то им некуда бежать». Слова бывшего заключенного доказывают, каким репрессиям подвергаются уйгуры, казахи и другие тюрки уйгурского региона. Протесты, начавшиеся в Гонконге в июне прошлого года, продолжаются. В первый день Нового года сотни тысяч демонстрантов собрались на площади Виктории и выдвинули требование провести независимое расследование беспредела полицейских и освобождение арестованных участников акций. По сообщениям South China Morning Post, акция прошла перед торговым центром Сока. Протесты, начавшиеся с недовольства законопроектом об экстрадиции виновных в Китай, переросли в антиправительственные демонстрации и массовые беспорядки, в которых полиция не раз применяла силу по отношению к участникам акций. Подписав новое соглашение с Исламабадом о свободной торговле, Пекин отменил госпошлины, применяемые в отношении сотен пакистанских товаров. Соглашение предусматривает отмену или частичное снижение тарифов до 70% на ближайшие 15 лет. Начиная с сегодняшнего дня, Пекин отменяет таможенную пошлину с 300 пакистанских товаров, включая текстиль, одежду, морепродукты и кожу. В свою очередь, Пакистан предоставит Китаю более широкий доступ к рынку сырья и тяжелой техники. Вчера глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна продолжит свою ядерную программу и вскоре представит новое стратегическое оружие. В свою очередь, Трамп заявил, что надеется на то, что лидер КНДР сдержит свое слово об отказе от ядерного оружия. Государственное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что срок, предоставленный Вашингтону для возобновления ядерных переговоров, истек.